математика, география. Я учился в Казахско-Турецком лицее, и наши выпускники, они тоже проходили обучение в этом образовательном центре, и, получается, узнал я от них. Первое чувство в Достыке, это было очень много учителей, на самом деле. Все спрашивали, из какой ты школы, какие у тебя выборочные предметы. Все пытались, я на самом деле очень спрашивал насчет ЕНТ, все старались помочь, объяснить, что это такое, потому что именно в нашем году формат ЕНТ поменялся, и все учителя старались нам что-то объяснить, и поэтому вот это вот первое чувство, оно у меня было вот как с объяснением прошло у меня. Научился, на самом деле, в Достыке мне понравились, в первую очередь, это профильные предметы. Почему? Потому что, на самом деле, очень хорошие учителя. В первую очередь, география, математика, потому что это мои выборочные предметы. По ним я не то чтобы научился, я повторил те темы, которые я прежде проходил, то есть в младших классах. Достижение, в первую очередь, мое достижение – это 133 балла по ЕНТ. Это вот самый пик. Теперь жду результатов грантов, и вот это будет мое второе достижение, я так считаю. Да, конечно, потому что я советую другим именно образовательный центр Достык, потому что, мне кажется, никакой другой образовательный центр не сможет помочь с подготовкой ЕНТ. Почему? Потому что они уже выпустили столько детей, столько выпускников, получается, с хорошими результатами. И, конечно, я советую именно образовательный центр Достык. Желаю Достыку всего самого наилучшего. Мне кажется, это еще не конец. Тут, думаю, в будущем, в недалеком будущем уже откроются новые предметы, уже подготовительные курсы к каким-либо другим образовательным, там, не знаю, экзаменам или еще что-то. Самое сложное было, скорее всего, логика и техника чтения, потому что такие предметы мы в школе не проходили, но, в принципе, нас в образовательном центре Достыки этому научили, и я этому очень рад. Самые интересные воспоминания – это, конечно, кураторы, потому что в неучебное время они старались нас отвлечь от ЕНТ, от этой мысли, то, что это такой важный экзамен. Они проводили очень много всяких разных активити, и на самом деле я очень благодарен, то, что они нас немного отвлекали от всей этой суеты. Особенности преподавателя. У преподавателей в Достыке именно есть своя какая-то тактика, своя какая-то схема. Они проводили уроки очень интересно на самом деле. То есть свои какие-то, в меру, может быть, где-то игрой проводили, в меру где-то, где нужно было пожестче, они с нами пожестче были. На самом деле мне это очень понравилось. Достык ассоциируется с отличным образовательным центром, потому что тут вторая жизнь у меня прошла именно 11 класса на самом деле. И это мой как третий дом после моей школы. Скучаю. Конечно, скорее всего, буду скучать по этой атмосфере, по этой суете, по коридорам, вообще по учителям, по этим лицам. Скорее всего, да, буду скучать. Чтобы набрать высокий балл, нужно в первую очередь трудиться, учиться, не покладая своих рук. Нужно, конечно, в меру, все в меру. Нужно и отдыхать тоже в меру, и проводить это время тоже с пользой. То есть можно поиграть в футбол, заняться какими-либо видами спорта, прогуляться и вообще. То есть не проводить это время впустую, сидя за монитором, за экраном телефона и читать глупые посты. Нет, это не то. Нужно развиваться, нужно проводить время с пользой, как я уже сказал. Когда я готовился в образовательном центре Достык, нам выдали учебные материалы, книжки Едукон. На самом деле они мне очень понравились своей понятливостью, своим дизайном и то, что они не весили 1000 килограмм, их можно было легко таскать, легко в них писать. И вообще это были очень универсальные книги, на самом деле, мне очень понравились. Достык – это учеба 24/7, этюды,
и всякие разные мероприятия.